Хроника тюркско-татарских государств. Рассвет, упадок, возрождение. В книге рассматриваются причины появления, расцвета и гибели тюрко-татарских государств. Сделана попытка выявления основных фаз исторических процессов на евразийском пространстве. Дан краткий обзор многочисленных тюркских государств с древнейших времен до сегодняшнего дня. Выпуск 36. Московское царство, Российская империя. Крепостное право и расширение границ. При Иване III стояние на реке Угре в 1480 году завершилось отводом московских и ордынских войск. Хан Ахмат не решился на битву, поскольку пришло известие о появлении Тамерлана у границ Золотой Орды. В российской историографии это событие считается концом ордынского ига. Русь перестала платить дань Орде, погрязшей в великой заметне. Москва стала центром северо-восточной Руси, московские войска вторглись в новгородскую землю и присоединили ее к Москве. Новгород перестал быть членом Ганзейского союза. 1494 год. В 1487 году, после удачного похода на Казань, Иван III принял титул царя булгарского. Эти успехи послужили толчком для начала русско-литовских войн 1500-1503 годы, в результате которых под власть Москвы перешли около трети территории Великого княжества Литовского. В 1485 году было завоевано Тверское княжество. Сын Ивана III Василий III присоединил к Москве Псков, 1510 год, Рязань, 1521 год и Смоленск, 1514 год. В годы правления Елены Глинской, регентши малолетнего Ивана IV, была проведена денежная реформа в России, 1534 год, в результате которой введена единая валюта серебряная таньга-деньга, а также завершена русско-литовская война 1534-37 годы. При Иване Грозном в состав русского царства были включены Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. Постепенно снижалась значимость Боярской думы, был создан Первый Земской собор, новый представительский орган власти, на котором решались важнейшие государственные вопросы. В 1563 году был основан Московский печатный двор, где была напечатана первая русская книга «Апостол». При Иване Грозном был составлен полный свод географических и этнографических сведений о России и сопредельных государствах, формировалась регулярная армия, пешее стрелецкое войско, вооруженное огнестрельным оружием. В конце XVI – середине XVII веков оформилось крепостное право. Закладывается Архангельск, стратегический порт на берегу Северного Ледовитого океана, начинается освоение Урала и Западной Сибири, поход Ермака, распространяется российское влияние и на Северный Кавказ. В то же время среди московской знати зреет недовольство, которое подтолкнуло царя к учреждению опричнины, особого царского удела, с территории которого выселялись все другие землевладельцы. 1565 год. Опричнина вылилась в многолетний массовый террор, подорвала экономику, веру знати и народа во власть и в конечном счете стала одной из причин смуты. В 1572 году опричнина была отменена. В 1558-83 годах Россия вела Ливонскую войну с Великим княжеством Литовским, Швецией и Данией за выход к Балтийскому морю, которая закончилась неудачно для русской стороны. По берегам Дона, Терека, Яика, Урала
стали появляться казачьи поселения. В борьбе за ордынское наследство Россия столкнулась с сильным противником – Крымским ханством. От набегов с юга России пришлось защищаться строительством вдоль границ засечной черты. Борис Годунов в 1598 году был избран Земским собором. В период его правления был предпринят неудачный поход в Дагестан, уменьшен налог на ремесленников и торговцев, построен в Москве первый водопровод, учрежден Московский патриархат и избран первый патриарх Иов. Построено больше десятка новых городов, а также знаменитая Смоленская крепостная стена, считавшаяся каменным ожерельем земли русской. Серия неурожайных лет привела к массовому голоду, рост недовольства крестьян политикой Годунова привел к массовому восстанию. Вслед за неурядицами наступила смута. Лжедмитрий в 1605 году венчался на царство. Однако был свергнут боярской группировкой во главе с Василием Шуйским, который и взошел на престол. Однако смуту это не остановило. На юге московского государства вспыхнуло восстание Болотникова, участников которого называли ворами. Восстание было подавлено, но объявился новый самозванец Лжедмитрий II, к которому примкнули бунтовщики. Для борьбы с мятежом Шуйский обратился к помощи Швеции за уступку крепости Корела с уездом. Повстанцы были разбиты под Калязиным, 1609 год. Но это вызвало негативную реакцию Польши, которая решилась на открытую интервенцию. Началась осада Смоленска 1609-11 годы, а в ходе Клушинской битвы гетман Жолкевский в 1610 году разбил русско-шведское войско. Неудачи привели к свержению Василия Шуйского и занятию поляками Москвы. Формально власть принадлежала семибоярщине, но открыто обсуждались варианты присяги польскому королю. Швеция сменила свою пророссийскую позицию и заняла Новгород. Патриарх Гермоген поднял антипольское настроение в стране. Поход первого ополчения на Москву окончался провалом, но уже второе ополчение Минина и Пожарского завершилось победой и соборным избранием при поддержке казачества на царство Михаила Романова 21 февраля 3 марта 1613 год. В царствовании Михаила Федоровича ценой территориальных уступок Смоленск и Северская земля была сохранена независимость России. В 1632 году началась Смоленская война, которая закончилась отказом короля Владислава IV от претензий на русский престол. Была создана централизованная власть во всей стране посредством назначения воевод и старост на местах. Основана немецкая слобода в Москве, поселение иностранных инженеров и военных специалистов. Русские казаки начали осваивать Восточную Сибирь, вышли к Тихому океану. К середине XVII века русские поселения появились в Преамурье, на побережье Охотского моря на Чукотке. Русская колонизация практически не встречала сопротивления. В царствовании Алексея Михайловича была проведена военная реформа по европейскому образцу, введены в оборот медные монеты разного номинала, организована первая регулярная почтовая линия Москва-Рига, связавшая Москву с общей европейской почтовой системой. Усилилось культурное влияние Европы, где в это время бурно развивался капитализм. Увеличение государственных расходов, различные злоупотребления государственных чиновников способствовали повышению налогов, в том числе увеличению налога на соль, что привело к крупному городскому восстанию – соляной бунт. Вслед за ним из-за повышения цен вспыхнул медный бунт, и как результат чеканка медных монет была прекращена. Усиление крепостной зависимости, рост налогов и массовый голод стали причиной восстания под предводительством Степана Разина.
Стрелецкие бунты 1682-1696 годы, боярские распри, а также неудачи в войне со шведами подвели царя Петра I к мысли о необходимости коренных реформ. Азовские походы Петра I завершили взятием крепости Азов, основанием города Таганрога в качестве гавани для базирования морского флота, заключением Константинопольского мирного договора 1700 год, но выход в Черное море обеспечить не смогла. В результате Северной войны 1700-1721 годы была разгромлена шведская армия, Россия получила выход в Балтийское море, а также были присоединены Эстляндия, Лифляндия, Ингерманландия. Петр I принял от сенаторов титулы императора Всероссийского и Отца Отечества. Российское государство стало называться Российской империей. В устье Невы был построен Санкт-Петербург, куда в 1712 году была перенесена столица России. В 1703 году основана крепость Кронштадт. В результате персидского похода 1722-23 годы к России отошли города Дербент, Баку, Реш и провинции Ширван, Гилян, Мазандаран и Астрабад. Петр I создает в России современный флот, реформирует армию, открывает образовательные учреждения, поощряет развитие науки, особенно географии и геологии, промышленности и системы российского образования. Боярство и патриаршество упраздняются, перестают созываться земские соборы, страна делится на 8 губерний. Это 1708 год. Донское казачество после Булавинского восстания теряет свою автономию. Высшим совещательным органом при царе становится Сенат и коллегии. После смерти Петра I в России наступает эпоха дворцовых переворотов. Фактически власть в стране переходит к Верховному Тайному Совету, который опирается на лейб-гвардию. Екатерина Великая успешно воюет с Турцией за выход к Черному морю, присоединяет Крым, 1783 год. Совместно с Пруссией и Австрией осуществляет раздел Речи Посполитой, то есть Польши. В результате русско-турецких войн к 1872 году вся территория современной Грузии, а также Абхазии вошли в состав России. Екатерина II способствовала становлению в России формы просвещенного абсолютизма, основанном на сохранении сословных привилегий дворянства и абсолютной власти монарха, ограниченной не законом, а его моральными качествами и образованностью. Правление Екатерины II отмечено построением единой системы местного управления, основанном на строгой централизации и бюрократизации. В 1769 году в России появились бумажные деньги, ассигнации. Их неумеренная эмиссия, расточительность Екатерины II и в целом неэффективная финансовая политика привели к экономическому кризису. Внешние займы Екатерины II и начисленные на них проценты были полностью погашены только в 1891 году. Отмена выборности казачьих атаманов, подрыв казачьей экономики с введением государственной монополии на соль, каторжный труд приписных крестьян на казенных и частных заводах за мизерную плату без права увольнения, усиление барщины, продажа и перепродажа крепостных крестьян, зачастую целыми деревнями, произвол и безнаказанность помещиков, указ Екатерины II от 22 августа 1767 года о запрете крестьянам жаловаться на помещиков. Все это привело к крупнейшему за всю историю страны восстанию под предводительством Емельяна Пугачева, охватившему большую часть территории Российской империи. После кончины Екатерины II в 1796 году на престол взошел Павел I, который начал царствование сломки екатерининских традиций и установил новый порядок престолонаследия, исключавший попадание женщин на трон.
Военные реформы Павла I заключались в регламентации всех сторон воинской службы. Александр I стал последним императором, пришедшим к власти в результате дворцового переворота. Правление Александра I, ввиду огромных военных расходов, приведших к увеличению дефицита бюджета, были значительно повышены все налоги, прямые и косвенные. При нем была проведена реформа государственного управления, образованы министерства, во главе которых стояли министры, обладающие, в отличие от прежней коллегиальной модели управления, единоличной властью и ответственны лично перед императором. В 1810 году был образован Государственный совет, высший совещательный орган империи. В конце XVIII века Россия вступила в коалицию против революционной Франции и участвовала в наполеоновских войнах. После заключения Тильзитского мира Россия присоединилась к континентальной блокаде Англии, что привело к англо-русской войне, а также русско-шведской войне, по результатам которой к Российской империи была присоединена Финляндия. В 1804-13 годах Россия вела войну с Персией и после подписания Гюлистанского мирного договора 1813 год принимает под свое покровительство ряд азербайджанских ханств. Отечественная война 1812 года с Наполеоном закончилась разгромом французской армии, а в 1814 году российские войска заняли Париж, что подняло международный престиж России на небывалую высоту. Россия включила в свой состав центральные польские земли вместе с Варшавой. В 1825 году революционная волна из Европы докатилась до России и вылилась в восстание декабристов. Император Николай I сосредоточил усилия на утверждении режима личной власти. Боевые действия России против кавказских горцев завершились присоединением Северного Кавказа, а по результатам Туркманчайского мирного договора территория современного Азербайджана и Восточная Армения вошли в состав России. По итогам русско-турецкой войны 1828-29 годы был подписан Андрианопольский мирный договор, в результате которого православная Греция обрела независимость, а к России были присоединены Анапа и Поти. Россия потерпела поражение в Крымской войне 1853-56 годы с Турцией. Александр II вошел в историю как умеренно либеральный царь-реформатор, отменивший крепостное право 1861 год, восстановивший автономию университетов. Он ввел суды присяжных и земские собрания, а также реформировал армию на основе всеобщей воинской повинности. 1874 год. При Александре II в состав России вошла Чечня и Дагестан. 1864 год. Затем Узбекистан и Туркмения. Российская империя постепенно расширяла свое влияние в Центральной Азии. В состав России вошли казахские жузы. Под протекторатом России оказались два среднеазиатских государства – Бухара и Хива. Либеральный, в кавычках, царь пал жертвой террористов. Александр III, потрясенный убийством своего отца, подписал манифест о незыблемости самодержавия, содержавший критическую оценку общественных преобразований, осуществленных Александром II. Начался период контрреформ. Они привели к спаду количества революционных терактов и одновременно к консервации социальных процессов. Протекционистская политика Александра III, направленная на развитие национальной промышленности, финансовые меры, способствующие бездефицитности и сбалансированности российского бюджета, укрепление армии и флота, в том числе посредством национализации ряда крупных военных предприятий, все это способствовало тому, что Россия по темпам промышленного роста становится одним из мировых лидеров. В 1844 году императором России стал Николай II. Конец XIX, начало XX веков стали периодом быстрого экономического роста.
На политической арене появились политические партии, как реформаторские кадеты, так и революционные эсеры, социал-демократы. Несмотря на хорошие показатели по объему производства, Россия по качественным показателям производства продукции на душу населения, производительность труда и уровню грамотности населения отставала от развитых стран. Слабость России проявилась в ходе русско-японской войны. Как следствие поражения в войне начались массовые беспорядки, 1905 год. Назначенный Николаем II премьер-министр Петр Столыпин для уменьшения масштабных крестьянских волнений провел аграрную реформу, направленную на наделение крестьян всей полнотой права частной собственности на землю, льготное кредитование крестьянских хозяйств, развитие товаро-денежных отношений на селе, упразднение сельской общины, однако он опоздал с реформами. В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. По данным западных источников, к моменту выхода из войны общие потери русской императорской армии составили 1,7 миллиона убитыми и умершими от ран, 4,95 миллиона ранеными и 2,5 миллиона военнопленными. Усталость населения от войны, падение общественного доверия к императорской власти, массовое забастовочное движение привело в 1917 году к падению монархии. После февральской революции новое революционное временное правительство не смогло восстановить порядок в стране, выстроить эффективную систему управления и завоевать доверие населения, что привело к нарастанию политического хаоса, в результате которого власть России захватили большевики в союзе с левыми эсерами и анархистами. 25 октября 7 ноября 1917 года на территории Российской Республики постановлением Второго Всероссийского съезда Советов была провозглашена Российская Советская Республика. Конец выпуска. Продолжение следует. Давам и бар.